Салям алейкум, досларам! В Крыму чудесная солнечная погода, весна, а это значит, что настало время для одного из главных культурных событий в крымско-татарском мире – ярмарка Ахмеджит Базар 2025. Она, как всегда, проходит в этнокомплексе Сарабус. Для всех тех, кто не смог попасть на наше мероприятие или просто хочет вспомнить, как это было, добро пожаловать на наш влог. Сейчас все покажем, сейчас все увидим. Поехали! Ну и по старой доброй традиции на входе нас встречает вот такая композиция. Это некая ДНК, отражающая смысл нашей ярмарки. То есть место, где сплелись культура, бизнес, все, что составляет как бы культурный код нашего народа. Здесь, с этой стороны, подробная, прекрасная программа сегодняшнего дня. Каждый желающий может с ней ознакомиться. Ну и, конечно же, позади меня чудесная, прекрасная сцена, на которой сегодня весь день будут выступать детские, хореографические, вокальные ансамбли, будут демонстрировать красоту нашей культуры. Ну и, конечно же, вечером здесь состоится грандиозный гала-концерт звезд крымско-татарской эстрады. Ahmedjit Bazar ile Şehmaramın muhitinde Değerli hazine Herkes hoşsun hissesine Ahmedjit Bazar ile Sizni bugun çok meraklı şeyler bekliyor ve elbette Ahmedjit Bazar 2025 açık deb ilan etildi. Я удостоился чести сегодня официально открывать нашу ярмарку Ахмеджит Базар 2025. А сейчас я снова ныряю в это море людей. Посмотрите, как много сегодня людей. У всех хорошее настроение, потому что куча активности, хорошая погода. Почему бы и нет? Давайте пройдемся по ярмарке, посмотрим, что нам сегодня предложит ярмарка Ахмеджит Базар 2025. И первым делом у меня почему-то взгляд упал на Эскаро. Это один из наших новых спонсоров. Эта фирма предлагает, по-моему, краски. И посмотрите, здесь дети имеют возможность познакомиться с красками. Вот такой вот замечательный лисенок у нас получился, Достар. Как дела? Хорошо. Нравится на ярмарке? Да. Машаллах. Как тебя зовут? Рано. Риана? Сагул Риана. Вау! Вот такой детский взгляд. Цветовая коллекция компании Эскаро. Добрый день. Салям алейкум. Вы представитель компании? Так точно. Как вам ярмарка? Вы впервые, да, спонсор? Нет, на самом деле мы уже третий год принимаем участие в этой ярмарке. В этот раз она, конечно, более масштабная получилась, чем предыдущие. Ну, впечатления самые лучшие. Поэтому мы здесь, кроме того, что представляем нашу компанию, даем и детям попробовать по назначению наш продукт. Да. Они здесь красят, раскраски раскрашивают и глиняные фигурки. Кроме того, есть фотозона, где можно сделать шикарные фотографии. Я надеюсь, вы тоже попробуете сделать фотографию, чтобы все это увидели. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Взаимно. До встречи. И вот мы видим, здесь уже возглавляет Аксакал.
наших деток. Селям алейкум. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Şükür Allah, çalışanız ballarını. Sizin adınız? Ben adım Rüstem. Aha. Siz birinci kere yarmarkaga keldiniz. Былтырда бар едім. Aha, maşallah sizge. Балалармен егленеміз мынаудан. Maşallah sizge. Ne yapasınız? Мына çamurdan кеш мына bu балалар yapkan şeyler hepsi. Maşallah Балалар sizge. yapkan şeyler. Çok sağ olunuz. Я здесь вижу бренд Хаве. Этот бренд недавно возник. Селям алейкум. Это наши друзья из Гизлева, бренд Хаве. Селям алейкум. О, селям алейкум. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня представляете? Кофе-вжарочную компанию нашу из Евпатории. Ну, сладости, ну, это как дополнение, это из Джаваля. А так основная наша задача — это обжарка кофе. Супер, саголнус. Я словно оказался в Дживале, вот такой уютный уголок нам тут же придумала Диляра Ханум Якубова. Диляра Ханум. Чох саголнус прежде всего, и поделитесь немножко впечатлениями о ярмарке сегодняшней. Но она уже 3-й год, и это такая мощная динамика. И я бы хотела, пользуясь моментом, сказать, смотрите, делает Харадинис Продакшн, но одной дождинкой дождь не бывает, да, одним солнечным лучиком солнечный день. Я бы хотела призвать всех присоединяться к тому, чтобы дарить нашим соотечественникам этот праздник. Мы двигаемся дальше. У нас мы толком еще 2 шагов сделать не успели, уже столько всего интересного. И мы видим здесь тоже традиционная уже арка Кремен Татарс Клаб. Кремен Татарс Клаб — это YouTube-канал Харадинес Продакшн. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите нас в социальных сетях. Дальше нас ждет палатка ремесленников. Тоже очень интересная локация. Сейчас мы туда тоже ворвемся, посмотрим, что там есть. И я слышал, там эксклюзивный мастер-класс от Алиме Ханум Гусеновой «Роспись по стеклу». Посмотрим, что это такое. Давайте мы пройдем к Алиме Ханум, чуть-чуть с ней пообщаемся. Они наши неизменные участники ярмарок на протяжении многих лет. И Книжная, и Ахмеджет Базар, да, Алиме Ханум, селям алейкум. Ну как вы? Хорошо. Сегодня Да, вот наша Сегодня- камера, покажите, пожалуйста. это сюжетная композиция совы и крымско-татарский орнамент. Добавление. Это у нас нечто эксклюзивное, я так понимаю. Такого еще не было, да? Не было, да. Вот так вот, друзья. Вы можете прийти, посетить нашу ярмарку. Второй день, кстати, будет завтра. Когда бы вы не смотрели это видео... Так. Есть классическая орнаментальная композиция «Родовое древо». Так. Ага. Супер. Тимур Бей, селям алейкум. Насылсыныз? Как дела? Все нормально. Все нормально. Вы сейчас чем заняты? Я рисую. Что вы рисуете? Я рисую тюльпан. Тюльпан рисует Тимур Бей. Машалла. Как вам ярмарка? Вам нравится все? Да, все нравится. Что, какие планы у вас на сегодня еще? Лежать и отдыхать. Лежать и отдыхать будет Тимур Бей после того, как вернется с ярмарки домой. Хороший план. Лично мне нравится. Я бы тоже немножечко отдохнул. Но нам нужно сегодня показать весь масштаб, весь простор сегодняшнего события. Селям алейкум. Селям алейкум. Кто не знает, это Эльдар Ага Гусенов, но пора бы знать уже всем этого человека. Это Чох саголнус. Я гончар, да, керамист, дизайнер. вот так вот. Очередной раз принимаем участие на этом супер грандиозном событии. Это огромный праздник для Крыма, для всех людей, проживающих в Крыму. Мы рады, что такие мероприятия устраиваются, и у людей есть возможность приобщиться к культуре, к народу, ко всем достижениям народным. Вот, и принять участие на мастер-классах. Да. Понять, что такое глина, что это не просто материал, а выбранный самим Аллахом материал, из которого он создал человек. Вот так вот. Эльдар Ага Гусенов. А вам, Сагун, что всегда принимаете участие? Вот так вот. Можно сами тоже познакомиться. Буквально один вопрос. Как вас зовут? Эмир, Эмир, супер. Вы сейчас что будете делать? тарелку. Тарелку. Я уступаю место картинке, потому что здесь
волшебный процесс рождения из глины, как сказать, тарелки, да? Сейчас смотрите, это знак бесконечности. Кулак, палец. Вот. Это стек. О, класс. Алим уже чувствуется, уже прошел школу гончарного искусства. Конечно. Вот, смотрите, мы сейчас делаем вот такой знак. Это знак бесконечности. Надо вот плавно вести к центру и плавно от центра. Аккуратно приложили. И плавно к центру, и плавно от центра. Это пожелание, чтобы миска была бесконечно полна вкусной, полезной и сытной едой. Окей? Супер, çok sağ olunuz. Я думал, это машина какая-то, а это наш аниматор. Да? Из поля чудес? Ну вот, это еще один наш спонсор, друзья, и партнер нашего мероприятия «Поле чудес» организует вам детский праздник, превратит его в настоящую сказку. Но в этом случае не сказка, а фантастический фильм «Трансформеры». Это «Бамблби»? Я угадал. «Бамблби». Çok sağ olunuz, «Бамблби Бей». Так, я уже вижу здесь Арсен Ага Абибулаев. Мастер, художник, о котором недавно у нас вышел большой сюжет на портале. Подписывайтесь, смотрите. Арсен Ага, я слышал, что у вас сегодня чеканка монет. Да, такой мастер-класс. Да, это будет такое предприятие по изготовлению сувенирных монет периода Крымского ханства. Вот, можно Позволите мне? самому отчеканить, конечно. Тогда давайте поменяемся. Я вам микрофон, а вы мне кувалду. Сейчас, секунду. Вот такие вот у Арсена Ага еще одни из моих любимых изделий ручной работы, так называемые аскеры. Посмотрите, какие замечательные, прикольные. Вроде воины, но какой-то у них вид такой, знаете, Они добрые, добрый, миролюбивый, что ли. мы люди мирные. Очень классная работа. А вот и монеты, которые мы сейчас собственноручно, да, будем чеканить. Арсен Ага, вам передаю микрофон. Так, теперь ваша задача поставить вот так вот, этой стороной наверх, этой вот сюда. Да, серебро. Так, сверху кладем клише. Сейчас мы, по форме. И теперь не очень сильно, потому что это чистое серебро, оно мягкое. Да. Так, надо, да, пространство. Я готов. Примерьтесь. Да, можно бить. Можно было посильнее. Надо еще разочек. Надо посильнее. Чуть-чуть посильнее. Давай. Вот, это уже хороший удар. Ну, Слабый. еще вот сюда надо. Ага, все. Чеканка дело такое. Вот теперь нормально. Переворачиваем теперь. Да, мы не переворачиваем, оно двухстороннее, мы сейчас доставать будем. Ага. Вот такая Ух вот. ты! Давайте крупно покажем. Вау! Вау! Вот такая, Дослар, у вас есть возможность отчеканить собственноручно монету ханского периода, да? Да, это монета 1781 года. Чеканилась при Шахингирее. Ух ты! Это Османов Ирфан. Ирфан Бей, художник, и делает картины из гипса, да? Я правильно понимаю? Ну, да, простым народным, уже местным языком, наверное, так, да. Некоторые умудряются еще говорят, а вы рисуете шпаклевкой на стене? Ну, приходится... с этим- Просветите, пожалуйста, проведите небольшой ликбез. На самом деле это техника барельеф. Вот, у нас это декоративные рельефные панно из гипса. То есть здесь представлены вот формы, и мы посетителям предлагаем отлить своими руками, то есть почувствовать себя таким скульптором. То есть я за посетителя делал уже 6 лет, отучился, получил художественное образование, все привез сюда, остается только отлить и раскрасить. И, естественно, на выходе получается вот что-то подобное. Люди раскрашивают там под свои какие-то интересы, под свои взгляды, интерьеры и забирают вот такие памятные штучки. Супер, это очень интересно. Я тут слышал, что тут готовят кюнифе. Вот лайвом. Хотим пройтись, посмотреть, как это, что это. Восточная сладость – это сыр с тестом кадаиф, который полит карамельным сиропом. Да.
Да. Все верно. Салям алейкум. Эркез Хайрлаем. Наша компания занимается производством восточных сладостей. Да, более, так скажем, направленность наша — это турецкие сладости, это кадаиф. Да, основная фишка нашей компании. Также турецкая пахлава, рахат лукум и халва. Сегодня именно для этой ярмарки мы решили приготовить еще и эксклюзивную сладость под названием кунефе. Вот, мы специально подготовились, приехали с нашей компанией. Надеюсь, что сможем многих порадовать. Чох сагулунс Ридван Бей. У нас тут кюнифе готовится. Мы его обязательно в кадре попробуем, поделимся впечатлениями. Эль-Лизет, восточные сладости. Не пропустите. А что за сыр? Моцарелла. Ага. Пока сыр для нашего кюнифе греется, как сказать? Плавится. Вот это правильно. Давайте посмотрим на ассортимент фирмы Эль-Лизет. У нас тут сегодня представлены сладости. Это что? Кадаиф. Супер. Давайте поближе посмотрим. Дальше. Это в больших пачках кадаиф. Ага. А здесь пахлава, локум, эльва, пешмание. Ассорти, набор, это идет больше как подарочный, сувенирный. Там Мгм. есть Ух ты. Ух ты, специально для нас сейчас открою. Вау! Вот это красота. пахлава, кадаиф кремовый, кадаиф ореховый, кадаиф кремовый белый с сливочным кремом и пахлава такая же. Супер. Это больше как сувенирный подарочный набор, то есть такой приятный сладкий подарок. Чох сагул у нас. Посмотрите на эту красоту. Это что у нас здесь? Какая-то шоколадка? Это сникерс, да, это сникерс. Сникерс, оказывается, у нас в Кадаифе. Вау. Выглядит все супер аппетитно, очень красиво, креативно. Машалла. Фирма Эль-Лизет. Мой любимый угол на сегодня. Хочу сюда вернуться. Ну и, конечно же, вот у нас, я смотрю, уже кюнифе там начал плавиться. Сыр покрывает кюнифе. Аромат фантастический. Выглядит это все тоже потрясающе. Я уже в каком-то невозможном предвкушении хочу попробовать. Супер. Иншаллах, попробуем. Давай прям крупненько, как он сейчас вот будет так отдирать его. Фантастика. Кайф. Я люблю свою работу. Эксклюзивный кюнифе от фирмы Эль-Лизет. Сейчас будем пробовать. Традиционно с мороженым он также подается и посыпан фисташкой. Ну что ж, давайте будем наконец-то пробовать. Вау. Дослар, это фантастика. Вот вы знаете, в Турции я пробовал кюнифе, иногда он был приторно-сладкий, а этот в меру, все как нужно, потрясающий вкус. Чох сагул, фирма Эль-Лизет. Я как ведущий передачи Храм-Татар Емеклері отчаянно рекомендую вам Эль-Лизет. Кюнифе поели, и теперь выпить бы кофе. Как удобно, что здесь у нас прямо напротив бренд Кавабанга. Тоже наши друзья, партнеры, кофейный бренд. Один из тех, который впервые у нас на Ахмеджит Базар, Кавабанга. Здесь у нас очень красивое пространство, картины, орнаменты. Здесь у нас сегодня одежда и картины, простите за тавтологию, но здесь не просто одежда, а одежда, которая дарит нам всем смыслы. Вот здесь я смотрю уже бренд Харабибер, здесь Дев, Этно, Крымлы. И вот, кстати, стоит упомянуть о том, что на мне футболка от бренда Харабибер. Здесь изображены символы нашей крымско-татарской идентичности.
Давайте поговорим с Лимарой Амзаевой. Селям алейкум. Лимара Ханум, ваши работы, да, сегодня? Давайте чуть-чуть. Можно? Зайду к вам в ваше пространство прекрасное. Вы впервые на ярмарке? Первый раз, да, на ярмарке. Ваши работы, вот здесь представлены исключительно ваши работы. Исключительно, конечно. Они о Крыме. О Крыме, не только о Крыме, о моем любимом Крыме, конечно. Какая одна из ваших самых любимых работ? Ну вот, можно сказать, вот это вот моя любимая. Ашагы Шума называется. Здесь изображено? Здесь изображено весь колорит, можно сказать, Крыма. И горы, и кипарисы, и виноградники. То есть то, что любит любой крымский татарин. Один из самых интересных, креативных, эксклюзивных дизайнеров в крымско-татарском культурном пространстве. Эйла Ханум, селям алейкум. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Это ваше второе, да, участие на ярмарке? Алейкум селям, мне очень приятно, спасибо за такое представление. Впечатления самые-самые яркие, потому что в прошлом году для меня это был первый опыт, и я шла с небольшими сомнениями, потому что не совсем понимала, насколько это мой формат. И в этом году я, если честно, с нетерпением ждала этого события. Почему? Потому что я поняла самую главную вещь, что неважно, подхожу ли я под этот формат, да, главное, что это яркое событие, которое настолько тебя наполняет на целый год впечатлениями, вдохновляет. Тимур Бей, основатель бренда DEF, в прошлом году был просто участником ярмарки, а в этом году целый спонсор. Тимур Бей, поделитесь, как вы прошли такой путь? Так как ваш подход, ваш масштаб организации, он внушает нам доверие. Заинтересованные люди, их много сегодня, DEF раскупают. Мы стараемся, мы в формате еще стартапа, мы стараемся масштабировать способы дизайна, чтобы популяризировать нашу культуру, чтобы не только крымские татары носили нашу одежду. Я супер интересную вещь услышал. Оказывается, вот эта футболка, она прям очень Всего 20 штук. Всего 20 Всего штук. 20 штук. Это вручную выбивается, да, вот этот орнамент? Да. Вау. Человек после 20-й футболки уволился. Поэтому она лимитирована. В этой локации мы можем видеть, я так понимаю, несколько брендов. Это Булат, это Art Keys, изделия из войлока. И, по-моему, там вещи от дизайнера Эйлы Ханум. По-моему, вот, да, это Булат. Посмотрите, какое космическое творение. Вау. Очень круто, интересно. Здесь у нас невероятно эстетический уголок, изделия из войлока от Art Keys. Здесь тоже. Вау, еще и картины у нас теперь из войлока. Это очень круто. У нас здесь бренд Урбан. Украшения, да? Расскажите, пожалуйста, сами. Это стилизованные крымско-татарские украшения, стилизованные дувалыки, кольца с эмалью старинных форм, сережки с цепочкой, которые раньше у нас носили в степи, и разнообразные украшения по старинным образцам. Казалось бы, очень просто, но очень, как сказать, со вкусом, стильно, креативно. Бренд Урбан. Саголнус. Мастер-медник Рифат Куртвелиев. Рифат Бей, селям алейкум. Адетін бозмай, біз Рифат ағанен қавей чеміз. Чок сағылыңыз. У нас тут много брендов, знаете, кофейных, но одет есть одет. Рифат ағанен қавей чеміз. Чок сағылыңыз, Рифат Бей. Чуть-чуть, там чуть-чуть. Вы же каждый год, да, на ярмарке? Конечно. Эдем Ага Ганиев, конечно же.
уже тоже третий год с нами на ярмарке. Вот так вот. Эдем Ага представляет свою продукцию из керамики. Из керамики. И вот мы сейчас пока общались, очень интересный факт, уже дети перехватили эстафету. Да. Уже это меня очень радует, конечно, что уже дети перехватывают нашу эстафету. И сегодня я привез их работы в основном на ярмарку. Класс. Посмотрите, какая красота. Вау, мне очень нравится, очень симпатичная, красивая. Взгляд уже такой, взгляд совершенно другой, такой Да. какой-то вот Интересно. молодежный, наверное, скажем. Ну, необычно. Да, очень красиво. Очень круто. Да, вот работы интересные. Эдем Ага, скажите, пожалуйста, вот у вас есть любимый крымско-татарский бренд? Хавеулсон, Урбаулсон. Вот бренд, который вы с удовольствием каждый день видите и пользуетесь им. Каждый день мы каве пьем. Крым кавесы? Крым кавесы, да. И мы завариваем кофе в турочках Рифат Ага Вот так и вот. Дервишеви. Машалла сізге Эдембей. Чох сақ болыңыз, келгеніңіз үшін рады видеть вас всегда. Эдем Ага Ганиев. Сақ болыңыз. Мы с большим сожалением покидаем палатку ремесленников. Здесь очень интересно, но нам нужно двигаться дальше, чтобы показать вам, нашим зрителям, что у нас еще осталось. Осталось у нас еще очень много всего интересного, Достлар. Как минимум, вот здесь, в огромном шатре белом, у нас тоже большое количество наших друзей и спонсоров. Пойдемте посмотрим. А пока мы не дошли до шатра, я уже вижу, что там такая интересная точка, декоративная лазерная резка. По-моему, впервые они у нас на ярмарке. Пойдемте пообщаемся, спросим. Селям алейкум. С кем можно пообщаться? Вы у нас впервые, да, по-моему, на ярмарке? Класс, супер. Эльдар Бей, Эльдар Ага, мастер, да? Я так понимаю. Поделитесь впечатлениями. Вы у нас впервые. Что вы представляете? Что это такое? Расскажите. Представляем декоративную лазерную резку в крымско-татарском стиле. Вот так. Собственные разработки, как бы. Не копируем, сами рисуем. Машалла. Придумываем что-то такое. Вы у нас на ярмарке впервые. Как впечатление? Ну, очень широкомасштабная, интересная. Я, честно говоря, не думал, что такое будет развернутое, да, интересное, разнообразное. Чох Сагун, давайте посмотрим, что это за изделие. Очень интересно. Так, смотрите, Достлар, у нас здесь салфетницы, блокнотики, подставки под чайник. Это надо мне запомнить. Дома нужная вещь. Афетлеролсон, вот такие вот разносы. Какая красота. Подставка под телефон. У нас здесь не только красиво, еще и очень полезно. Именная подставка под телефон, Достлар. Шутка вам? Сидишь такой, оп, телефон убрал, а там имя твое. Чей? Имени, да, конечно. С тамгой. Подставки под телефон, подставки под чайник. Это, я так понимаю, терек, символизирующий семью. Что-то есть у меня в голове все-таки, Достлар. Что-то я понимаю. Хавиге Бюронус. Буюронус. Вот такие вот часы. Посмотрите, какая красота. Здесь села на крымско-татарском языке. Ахмесджет. Эскихарым. С подсветкой, Достлар, вот мне здесь подсказывают. Вау. Часы, карта большая. Очень интересно, очень красиво. В серебре и в золоте. А здесь у нас, селям алейкум, студия подарков. Ready Go One. Ready Go One. Поделитесь, пожалуйста. Вы у нас тоже впервые на ярмарке? Все, извиняюсь. Как вам ярмарка, как впечатление, в общем? Альхамдулилля, ярмарка отличная, народу много. Спасибо вам за то, что организовали такой праздник, то, что представили нас, народу нашему, что дали им отдохнуть, что дали нам просветиться, друг друга узнать ближе. Поэтому саумас. Сыздычок сагулмус. Мы наконец-то добрались до большого шатра, так называемого большого шатра. И здесь у нас тоже огромное количество всяких интересных мест. Мы сейчас везде пройдемся. Я уже представляю, как это будет интересно. И первым же делом здесь у нас бренд Аскер.
изделия из кожи. Селям алейкум. Насылсыныз. Аллаха шкур. Как у вас впечатление? Мы второй год уже, и в этом году мы взяли больше места, потому что поняли, что действительно это такое событие, где надо выставляться по максимуму. По максимуму сделали побольше изделий, уникальных изделий. Для наших женщин большой ассортимент расширили. Нам очень нравится, в принципе. Я думаю, что и в следующем году тоже обязательно будем. И мы надеемся, что в следующем году у нас все будет, да. Чок сагумас. Посмотрите, какие замечательные изделия, супер качественные, с национальной символикой, орнаментами. Изделия из кожи аскер. Если вы слышите тоже эти страшные звуки, то знаете, рядом строительная компания «Олет», официальный спонсор Ахмеджит Базар. Это дрель, по-моему, там. Конечно, крымским татарам нужны строительные инструменты. А вот Рудем Бей. Селям алейкум. Насылсыныз. Çok şükür biliyorum. Сатамыз. Машаллах сізге. Опа, это что там, дрель? Это у нас демонстрация, это у нас винтоверт деволтовский, профессиональный. Вот так. Можете даже подойти протестить, если прям сильно интересно. Рудем Бей, Ау. какой товар чаще всего покупают крымские татары в магазине «Олет»? Чаще всего это строительный инструмент, крепеж. Нет, ну ручной. какой-то вот есть особенно там дрель. Особенно. Да не сказал бы, все, весь ассортимент подходит крымским татарам. Это понятно, да. Хуруджилык. Да, хуруджилык bizde bitmiyor, как говорится, и поэтому. Но сейчас весна, ходовой товар, это у нас сад-огород, соответственно. Да, понятно. Шланги, полив, уход и так далее. Рудем Бей, скажите, пожалуйста, у вас есть любимый крымско-татарский бренд? Чем вы пользуетесь чаще всего? Может, надеваете чаще всего? Бренд, именно бренд. А я могу мастеров? Конечно, говорить, да? конечно. Ну, один из брендов, ну, мастеров, так скажем, это Кестани Арт. Я у него часто футболки заказываю. Ручная роспись. Там своеобразно, красиво, очень в нашем стиле. Как-то так. И ответ интересный. Кестани бренд у нас впервые сегодня прозвучал. Вот. Да, кстати, она где-то там даже. Мы их найдем обязательно. Это Олет Чукяна. Да. Вот такие соответствующие звуки для строительного магазина. Чок сагун, что вы являетесь нашими партнерами уже длительное время. Яхшикун. Чок сагун. А мы двигаемся дальше. У нас здесь очень много всего. Ну и, конечно же, в глаза бросается Дервишева. Пойдемте сразу пообщаемся с Рустем Ага. Вот мы видим его. Он здесь. Не будем его пока отвлекать. Давайте просто посмотрим, что у нас сегодня представлено. А представлено у нас, конечно же, изделия из меди, потому что Рустем Ага знаменитый мастер-медник. Посмотрите, здесь джизве. Уникальные, я считаю, абсолютно изделия. Чигырык. Для тех, кто любит готовить чебуреки, вряд ли, конечно, вы будете готовить чебуреки из этого чигырыка, потому что он невероятно красивый. Выглядит это все просто чудесно. Это Рустем Ага Дервиш, мастер-медник, известный мастер-медник и Дервишев, как сказать, это этнокомплекс тоже можно сказать? Ну, в принципе, это этнокомплекс, потому что у нас и музей, и мастерская, и кофейня. Да. Этнокомплекс. Комплекс, да. Да. Есть у вас любимый крымско-татарский бренд? Да, конечно. Какой? Харадинис Продакшн. И тут такие голубые искры из глаз. На этом мы должны пожать руки и разойтись. Не, ну реально, я восхищен работой компании Харадинис Продакшн. Очень радуюсь, что вы у нас есть. Вы огромную работу делаете, это реально так. Взаимно. Если бы не вы, если бы не Зару Рустемовна, если бы не Лилия Ханум, наша любимая, гениальная, если бы не коллектив, который они вокруг себя собрали, этого бы ничего не было, мы бы сейчас в пустыне стояли бы, понимаешь? Один из спонсоров Ахмеджит Базар, стоматология Амидея. Селям алейкум. А можно посмотреть, что вы сегодня представляете? Щеточки зубные. Да, мы как
стоматологи представляем средства гигиены, да? Это в первую очередь здоровье полости рта, зубные пасты, зубные щетки разного возраста. Можно? Разного, конечно, даже нужно. Вот такая белоснежная улыбка будет, если будете посещать стоматологию Амедея. Так, çok sağ olunuz. А это шоколадки? Да. Это чтобы вернулись обязательно в стоматологию. Не сладкая порция. Не сладкая? зубы. Нет, абсолютно гигиена. Так. Угощайтесь. Çok sağ olunuz. Я это съем чуть-чуть попозже, за кадром. Selam aleyküm, nasılsınız? Альхамдулилля, все хорошо. Мгм. Просто получаем удовольствие сегодня. Супер. Да. Скажите, пожалуйста, у вас есть любимый крымско-татарский бренд? Бренд? Да, Да. вот, Дервишеви. Дервишева? Обожаю, да. У меня много есть их продукции. Я фанатка прям. Вообще я не только Дервишеви обожаю. Я вообще с большим уважением отношусь ко всем нашим крымско-татарским брендам. Каждый раз я вижу вот это увеличение. Меня это просто очень вдохновляет. Мне очень нравится, что молодые предприниматели, да, они понимают значимость, для них это важно, заявиться правильно. Это место именно то место, где нужно правильно и хорошо заявиться. Что здесь сладости до слад. Сладости представлены разных видов. Есть мармелад, есть орехи, ягоды в шоколаде и в кондитерской глазури. Есть рахат лукум разных граммовочек и вкусов. Также халва арахисовая, пешмане. И самая топовая наша позиция – это дубайский шоколад, который мы вам предоставляем собственного производства. У вас собственного производства? Собственного производства. И кроме этого, неплохим дополнением будет служить ароматная чашечка кофе собственной обжарочки. Пожалуйста, знайте о нашем производстве, и мы всегда рады вас видеть. Буйрнус. Çok sağ olun. Восточный букет. Да. Ассаляму алейкум. У нас тут Мадина Абдулаева и ее стенд представлены работой Мадины Ханум. Мадина Ханум. Кстати, нужно обязательно упомянуть о том, что у Мадины Ханум открылась школа. Художественно-образовательная студия, в которой обучаются дети от 5 лет. Это единственная студия, которая делает разносторонние направления, раскрывает, обучает, направляет, поддерживает и поступают. Базымкелера Баларамас поступают. Машаллах сизге. Çok sağ olunuz. Двигаемся дальше. И у нас тут изделие из дерева Уфата Джамалединова. Пойдемте посмотрим поближе. Нет, каждый влог у нас не обходится без Эмине Мустафаевой. Конечно, ее Фелис ансамбле постоянный участник наших мероприятий. Ну, поделитесь впечатлением. Я хожу, блокнотики собираю, смотри, для новых песен, видишь? Циркон, да, у вас блокнотик? И циркон, и КМК. Вот даже КМК даже ручку дали. Вот так А еще вот, видишь, мыло. Ну, до них мы тоже доберемся, они просто у нас с другой стороны. Якша, не будем отвлекать. Да, отдыхайте. Мы хотим посмотреть вот здесь более детально на изделие из дерева. Уфата Джамалединова я уже упоминал. Давайте посмотрим. Посмотрите, какая прекрасная разделочная доска Дослар. Я как ведущий передачи Храм-Татара и Меклера, кстати, подписываемся, смотрим, лайки ставим, комментируем. Не могу не оценить. Изобретательно, красиво, очень прикольно. Машалла, изделие из дерева. Дослар, а здесь у нас наш генеральный спонсор, сеть мебельных салонов Ракиб. Я бы, признаться честно, с удовольствием сейчас бы приземлился на каком-нибудь из этих изделий, потому что я уже немножечко устал ходить, потому что здесь всего так много, и я потратил уже несколько часов, и я даже половины еще всей ярмарки не обошел. И сейчас мы хотим найти Гулизар Ханум, чтобы немножко с ней пообщаться. Это представитель нашего бренда. Гулизар Ханум, селям алейкум. Все, вы снимаете уже? Конечно, мы снимаем уже, да. Селям алейкум. Алейкум селям. Так, ну что сказать. Очень хорошее мероприятие получилось. Идем. Очень хорошее мероприятие. Сау сунлар Лиля Ханум Буджурова, Эльзара Ханум Ислямова, сау сунлар. Супер. Мы в этом году являемся генеральными спонсорами. Мы
представляем тут свою мебель. Гельнес, Буйрнус. Она меня очень манит. Да? Особенно цвет, наверное, да? Да. Гельнес, Буйрнус, Эркес Гельнес. Гульзар Ханум, скажите, пожалуйста, ваш любимый крымско-татарский бренд есть? О, есть. Какой? Ханум. Ага, напротив нас салон. Да. Сейчас мы к ним вернемся. Ханум студио, машалла, мне очень нравится. Еще я слежу, еще не приобретала у них ничего, но я очень слежу за аскер-кожей. У вас есть возможность приобрести. Да, я знаю, я сейчас... Прямо сейчас. Сейчас чуть-чуть мы... Чуть мы все заняты. Да, О, чуть это мы все заняты. чудесные- Да, это Кто? это мои племянники. Так, Да. они где-то выступают, по-моему. Да. Какой ансамбль? Отец. Все, я вздремнул. Буквально 10 минут на мебели Ракиб, и я готов вновь отправляться снимать для вас влог. Вы представляете Ханум? Да. У нас сегодня две фирмы. Так. Завод «Окон Рассвет» и сеть салонов красоты «Ханум». Завод окон «Рассвет» и сеть салонов красоты Ханум. Так, поделитесь впечатлениями, настроением. Сеть салонов красоты «Ханум» состоит из 5 салонов. Мы предоставляем услуги не только женскому населению, но и мужскому, и детскому. С прошлого года еще и выпустили косметику под собственным брендом. Корейское сырье, натуральные основы. Можно беременным, кормящим, детям, всем категориям лиц пользоваться. Один из бутиков, который сегодня привлекает наибольшее внимание, это, конечно, торговая марка Этли, там, где дают продегустировать мясо. Много народу. Селям алейкум. К вам тяжело пробиться по понятным причинам. А можно мы тоже продегустируем что-нибудь? Что посоветуете? Все? Ну все, времени нет у нас. Говядину, филе. Давайте, говядину. Будем пробовать говядину, Достлар. Дадите? Ага, все. Ага, вот. О, саунас. Это говядина крымская. Крымская говядина. Крымская говядина. Нижнегорская. Ага. Угу. Бычки только вчера на полях ходили. Копченая? Варено-копченая. Варено-копченая говядина. Да, это деликатес. А еще угостим мы вас сыровялочкой. Дай. Остренькая. С крымским перчиком. Обожаю острое, но не сильно острое. О, это нечто. Как по вкусу? Сыровяленое просто нечто. Это очень вкусно. Как? Аджиби Бернин. Я понял, почему здесь так много людей. От этой точки бутика невозможно оторваться. Фантастика, Достлар. Это очень вкусно. Так, не будем терять время. У нас еще так много всего, что нужно показать. Чох сагонус. Это супер просто. Торговая марка Этли. Местный производитель. Местный производитель. Один из наших спонсоров стоматология Циркон. Я лечился в Цирконе, и мне очень нравилось. Чох сагонус. Вы у нас спонсор. Поделитесь впечатлением о ярмарке. Как вам? Селям алейкум. Впечатления, конечно, большие. Очень нравится, что в таком количестве ты увидел своих родных и близких, увидел предпринимателей Крыма. Это очень приятно. И я рада, что в этом году мы представляем Циркон и являемся спонсорами. Это тоже достаточно ценно. Вы также представляете сегодня свои брендированные вещи, мерч. И также вот у нас мы видим тут кресло. Это что-то можно вылечить здесь сразу на ярмарке? Только консультация. Только консультация. Стоматология Циркон. Чох сагонус. Двигаемся дальше. Один из наших спонсоров – крымская металлургическая компания Амедбей и ее
главный. Соучредитель, да, Крымской металлургической компании. Да. Амед Бей, вы у нас давний партнер. Скажите, пожалуйста, ваш любимый крымско-татарский бренд есть у вас? Любимый крымско-татарский бренд? Да. Вот на вас футболка да, Дев. Да. Нравится Я вам, хотел значит? начать именно с него. Все, давай. Мы, Крымская металлургическая компания, всегда старается сотрудничать вот, с орбитой крымско-татарских предпринимателей, да, и их продукции. Супер. А здесь праздник для наших детей дарит «Поле чудес». Детская организация детских праздников специально для вас. Пойдемте посмотрим, как радуются детишки. У нас тут игры с аниматорами. Дети также разрисовывают себе личики аквагримом. Так весело, прикольно. Одно из самых больших удовольствий на сегодня — наблюдать, как радуются дети. На улице, конечно же, огромное количество батутов, целый батутный город для ваших детей. Давайте спросим у кого-нибудь, как им вообще, нравится или нет. Пойдем. Сейчас поймаем тех, кто еще не успел отправиться в батутию. Селям алейкум. Как вам? Нормально. Все хорошо? Да. Как вас зовут? Рисуль. Рисуль. Нравится вам Рисуль на ярмарке? Да. Где вы уже успели побывать? Я успел побывать на концерте. Так. В магазинах успел побывать. Что-то купили себе? Еще не успели. Попробовали что-нибудь вкусное? Да. Что? Виды всяких медов. Угу. Супер. На батут в очереди стоите? Да, но я хотел на большой батут пойти. А в чем проблема? Туда старшаки зайдут только через полчаса. Все, понял. Тогда ждем полчаса. Вам хорошо отдохнуть. Чох сағолыңыз. Оказывается, тут своя иерархия. О, селям алейкум. Как вы? Ничего, нормально. Все хорошо? Сағолыңыз. Пойдем. Вот здесь вот мы нарушаем, наверное, какой-то закон. Вот перелазим через... Селям алейкум. Да? Ну как вы? Все хорошо у вас? Да. Машалла. Как зовут? Мне 10 годиков. Ниаль, 3 годика, говорит. 3 годика. Машалла. Как, Ниаль, нравится все? Да. Она уже выступила, ей все нравится. Ух ты, а в каком ансамбле? Йыldызлар. Машалла, сізге. Машалла. Что-то попробовали вкусное, что-то порисовали, полепили, что-то делали уже? Все, пока нет, она увидела батуты и все, пока тут. Все, понял. Но Да. действительно впечатляет. Хорошо, хорошего отдыха. Чаксаунс. Это чоксағолыңыз. Пойдем дальше. Я там вижу уже специальный уголок. Здесь крымско-татарская старинная улочка изображена. И все наши спонсоры, друзья и спонсоры в таком старинном этническом стиле. Настоящее ощущение радости, фестиваля, праздника. Очень приятно просто находиться здесь. Хорошо, что и погода сыграла нам на руку. Приятный солнечный день на Ахмеджит Базар 2025. О! И я вижу здесь фирму. Давайте я поделюсь этой историей. Это АЭНК. И в прошлом году мы... Селям алейкум, Арсен Бей. Я рассказываю историю. В прошлом году, когда мы снимали небольшой сюжет про нашу ярмарку, я подошел к АЭНК, и мне померили... щитовидку посмотрели, УЗИ. И мне тогда сказали, что у тебя проблемы, видимо, с щитовидкой. Я сходил в АЭНК, проверился и решил все свои проблемы с щитовидкой. Ахмеджит Базар спасает жизни. Не только объединяет. Да, объединяет. Самый большой плюс в этом то, что біз бұнда баяғы адаммен көрішмейік эркун. И есть люди, которые где-то я 10-15 лет, которых не видел, я здесь встречаю. И, машалла, сағолыңыз вам за такое мероприятие, где мы, как бизнесмены, можем сделать какую-то коллаборацию. И где мы просто видим крымские татары отдыхают, друзья, да. Ну как щитовидка? В норме? Ну, вот видите, АЭНК.
Мы строили, наконец построили большой, как сказать, комплекс вокруг водопада в Сарабусе. По-моему, наконец-то достроен окончательно, и вы можете взглянуть на него. Действительно впечатляющая локация. Очень красиво. А здесь у нас вот такое вот место для фотосессии с нашим логотипом Haradingas Production. Это мы, если что. Здесь можно сфоткаться. Организаторы сегодняшнего мероприятия Ахмеджит Базар, Haradingas Production. Смотрите нас на канале Crime Tatars Club, YouTube, ВКонтакте, везде. Лилия Ханум Буджурова, что для вас возможность организовывать такое мероприятие Ахмеджит Базар? Реализация своих возможностей. На самом деле, конечно, это большая честь. Большая честь организовывать мероприятия, на которые собирается твой народ. По сути дела, твоя семья. Всегда же для своей семьи стараешься приготовить что-то, ну, самое вкусненькое. И это большая честь, и, конечно, пожалуй, я не буду говорить про ответственность. Это просто большая честь и радость. Чоксалмас Лилия Ханум. Зара Ханум Ислямова, каково для вас быть организатором такого масштабного, важного, нужного мероприятия, как Ахмеджит Базар? Это, знаете, и ответственно, и почетно одновременно. Ответственно, потому что мы решаем очень глобальную задачу для нашего народа. Мы стараемся сделать такой, знаете, праздник, гибрид именно культуры, традиций и предпринимательства. И очень важно, чтобы наш народ видел вот такое вот сочетание и понимал, что когда мы вместе, мы можем созидать, мы можем друг друга вдохновлять, мы можем поддерживать друг друга и развиваться. Здесь, в Большом зале Сарабуса, сейчас проходит так называемый бизнес-форум. Здесь основатели брендов делятся своими историями успеха, либо обсуждают какие-то темы около бизнеса, предпринимательства. И вопросы им задает Ленора Дюльбер. То есть у нас здесь происходит некий миркес, лайв, живьем. А все желающие послушать интеллектуальные беседы могут насладиться также чашечкой кофе. Приятная интеллектуальная атмосфера. У нас тут уникальный случай. Я буду задавать вопросы Леноре Хануму. Расскажите, пожалуйста, немножко о бизнес-форуме, по какому принципу подбирали гостей, выступающих. Ну, в первую очередь, принцип полезности, да, и актуальности. Поэтому сегодня на бизнес-форуме были затронуты, очень разные темы. Ну и с учетом меняющейся глобальной повестки мы попытались встроить крымско-татарский контекст в эту, так сказать, повестку. Поэтому говорили и о цифровых деньгах, и о инвестициях в человеческий капитал, и, конечно же, о том, чтобы бизнес и образование работало. И сейчас как раз идет дискуссия, точнее, мастер-класс Инисеоджа Абибулаева, руководителя IQ Меркези, как раз об этом, как сделать образование успешным бизнес-проектом и получать с этого дивиденды. Я думаю, это будет интересно, потому что образование в наших руках, наше продвижение и масштабирование крымско-татарского проекта в целом тоже в наших руках. И только ближе к закату я только добрался до палаток, где также наши большие друзья, журнал «Арманчех». Там где-то Идея Ханум Муслимова, но мы не можем до нее добраться, потому что покупателей, интересующихся людей очень много. И это очень хорошо, потому что люди, которые читают книги, нация, которая читает книги, умная, хорошая нация. Ну что ж, Достлар, мы всех обошли. Наверное, кого-то упустили, мы извиняемся, но масштабы сегодняшнего мероприятия нам, наверное, не позволили обойти прям всех и каждого. Близится закат, это значит, что близится и вечерний концерт, грандиозный концерт звезд крымско-татарской эстрады. Увидимся попозже. Я думал, днем было много людей. Я думал, на 6-й крымско-татарской книжной ярмарке было много людей. Столько, сколько людей сегодня я еще не видел. Посмотрите, это просто море.
değerli hazine. Herkes koşsun listesine. Ahmetçik pazar ile Şen bayramının muhitinde. Değerli hazine. Herkes koşsun listesine. Ahmetçik pazar ile Şen bayramının muhitinde. Bu değerli hazine. Herkes koşsun listesine. Ahmetçik pazar ile Şen bayramının muhitinde. Kısa mesafe belki de sana yadı bu felsefe. Baht ve dert arasında kısa mesafe. Этот скромно стоящий человек у нас Эрвин Сейтасанов, дизайнер. Вся красота, которая сегодня на ярмарке, это дело рук Эрвин Бея. Прежде всего хочу вам выразить огромную благодарность. Это огромная работа, чок сагу на сизге. И вы тоже поделитесь, ну как вам находиться вживую здесь? Этот месяц, наверное, подготовки к этому всему, такой напряженный, сложный, ярмарочный, да. Но, тем не менее, когда сюда приходишь, видишь, уже это все реализовано, когда все уже стоит, все уже сверкает, все уже такое крутое, это реально дарит классные эмоции. Да. Я думаю, каждый, кто здесь присутствует, он проникся этой общей атмосферой. Салям алейкум, ты с утра здесь сегодня? Да, с утра. Машаллах. И как тебе, в общем, атмосфера? Машаллах, очень все красиво, все хорошо сделали. Мне очень понравилось. До сих пор здесь. А вечерний концерт как? Вообще отлично. Вот даже уезжать не хочется. Как вечерний концерт? Атмосфера прикольная. Вечерний концерт вообще бомба. Людей очень много. Ты на какого-то конкретного артиста пришел или просто Нет, повайбить? Просто вайб. Очень много людей. Необычно. Такого редко где встретишь. Тем более в наше время. Очень прикольно, что развивает нашу такую национальность. Это очень круто. Машаллах, Санга. Ты с утра здесь? Нет, вот только недавно приехал. Все, я понял. Хорошего отдыха. Чок сагыл. Вы с утра сегодня? Yok, yok. Yan geldiniz? Yan keldik, yarın kunga inşallah ertaga kelermiz. Aha, maşallah sizge. Nasıl teşekkürler? Çok güzel. Mında akşam olsa da kelmek mümkün. Şu yoldaki Dilber manzara bizim halkımızın maşinasını korup öyle yüreğimiz olsa öyle heyecanlandık. Çok güzel. Geldim anda yürüdüm aynı zamanda. Сменный режиссер и продюсер всех наших концертов, ярмарок Айдар Ага Мурадасилов. Поздравляем вас с очередным успешным концертом. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и эмоциями от сегодняшнего дня. Очень было тяжело по той простой причине, что такой насыщенный у нас был год, да, концерт на концерте, гастроли Карандаяша, бедные артисты просто выдыхались. Вы не поверите, сегодня ночью мы еще собирали, наверное, треть треков, которые вот прозвучали. У каждого были еще какие-то доделки, переделки. Но с другой стороны, это говорит о том, что каждый из исполнителей, каждый из артистов очень горит своим продуктом. Закончился этот день. Мне даже немного жаль. Достлар, я желаю всем вам встречаться и проводить такие дни, как одна большая дружная семья. Это было действительно потрясающе. Как по мне, все получилось. И выставка ремесленников, и детские праздники, и вечерний концерт.
Все было потрясающе, все было на высоком уровне. И огромное количество людей, которые тепло нас встречали, тепло принимали. Тому главное подтверждение. Надеюсь, увидимся на следующей ярмарке. Ахмеджет Базар, 26 Алты. Көрішкенше, достар.